Ну, Худуд, заходите, пожалуйста, пишите комментарии. Итак, ну, Худуд, надеюсь, у меня открытый эфир. Сегодня буду говорить о монгольском мире, о том, что нас пытаются столкнуть лбами. Ну, как пытаются, то уже делают это. Так, пишите, пожалуйста, комментарии насчет звука, насчет видео. Так, все вещички я постирал, поэтому что-то в этой куртке жарковато немного. Зан Худуд. Уже минуту я в эфире. О, 7 человек подключается. Худуд, напишите, как звук. Не успел я смонтировать видео, но обязательно сделаю это, выложу все. Ладно, Худуд, во вкладке сообщества, звук и видео отлично. Во вкладке сообщества я опубликовал сегодня 2 записи. Обязательно их прочитайте. Ну, я думаю, еще сделаю видео по этой теме. В общем, блин, как шумно, нормально? Не мешает? В общем, смотрите. Вице-спикер, видимо, стал сейчас этот Караоол. Так, я забыл, как его полностью зовут. В общем, это бывший глава Тывы. Сейчас на повышение ушел в Москву, в Госдуму. И он, в общем, заявил, что Америка пытается сделать типа там бархатную революцию, ну что-то такое, короче, негативно влияет на Монголию. Он туда съездил и остался в каком-то таком типа, я читал просто сообщение. В каком там статье написано, ну типа он в задумчивости, что ли, опубликовал пост о том, что вот Россия дружила с Монголией всегда, а теперь я хожу по улице, не вижу русских надписей, магазинов, никто не говорит по-русски, и вообще влияние России там минимальное, то есть никому это не нужно, и все. И вот, мол, видимо, в этом Америка виновата, да? В общем, смотрите, что это на самом деле происходит. Я просто хочу высказать свою точку зрения и разъяснение внести, да. Сперва выступил наш Алеша, да, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов с такой же речью. Затем пост бывшего главы Республики Тыва, тоже монгольское, да, народ, монгольское племя. Ну, теперь осталось только от главы Калмыкии что-нибудь такое услышать, или какого-нибудь представителя от Калмыкии, ну, который занимал какой-то важный пост в свое время. И для чего все это делается? Для того, чтобы разобщить наши народы монгольские. Поэтому я и решил сегодня такое видео записать, для того, чтобы вы поняли, что это просто на самом деле провокация, потому что все-таки Монголия, я так понимаю, сейчас будет какую-то более занимать нейтральную позицию. И я думаю и надеюсь, видимо, Монголия все-таки хочет более значительную роль играть в монгольском мире, то есть какую-то помощь оказывать. Ну, хотя, конечно, и так уже оказывают. Просто Россия не хочет сближения наших народов монгольских. Для этого, видите, вот таким образом сталкивают лбами, берут глав монгольских народов, которые находятся в России, и просто вот
начинают через них транслировать вот эту свою чушь какую-то. Ну, естественно, это не чушь, это же специально таким образом злить монголов, потому что, я так понял, все-таки это действительно на простой монгольский народ, к сожалению, влияет. И я надеюсь, те русскоязычные монголы, которые там живут, они все-таки услышат, поймут, что это не мнение народов, да, наших, ни тывинского, ни бурятского, ни калмыцкого. Это просто вот задание Кремля для того, чтобы нас столкнуть, разобщить. Вот такая вот специальная операция идет. Потому что, ну, это же очевидно, берут официальных людей и через них начинают прогон вот этот, да, устраивать. Поэтому, ну, худут, не ведитесь на вот эти все провокации. Ну, конечно, я понимаю, простые жители, да, которые сильно там в политике не разбираются, не смотрят, не следят за этим, и тут до них доходят такие новости, да, что, ну, что вот главы, они же знают, что это монгольские народы. Вот такой говорят, да, что там Америка на них влияет или еще что-то, ну, вот эту вот всю ерунду. И, конечно, они будут, ну, как бы возмущены, потому что после нашего Алешки тоже там, я так понял, все-таки было осуждение и так далее. Поэтому, в общем, надеюсь, блогеры какие-то монгольские смотрят и донесут все-таки точку зрения, что это провокация Кремля. То есть они правильно донесут истинную причину вот таких вот выпадов. Ну, то есть эти люди, понимаете, они полностью зависимые, они уже давно и никогда, я так понимаю, никогда они не разделяли судьбу своего народа, я имею в виду глав наших этих республик монгольских, Тывы, Калмыкии и Бурятии. И, ну, это просто получается чисто пророссийские такие товарищи. Очень жаль, конечно, что я забыл, как его зовут, калмыцкий руководитель-то сейчас. Он же был таким мощным спортсменом. Зачем он в политику вообще попер? Надо было дальше заниматься своим спортом, да и все, и не лезть никуда. Но теперь уже ничего не поменяешь. Ладно, ну худут. Надеюсь, монголы, которые меня смотрят, они поймут, что это не наше мнение, да, что мы вот там все сидим в Бурятии, там, Тыве, в Калмыкии и думаем, о, Америка, да, хочет там Монголию, там, не знаю, плохо влияет на нее и так далее. Ладно, еще новость, да. Теперь я понял, что это система. Батухасиков, да. Теперь я понял, что это система. Смотрите, опять в СМИ появилась новость о том, что в Явравнинском районе родители в начальной школе хотят, чтобы их дети не изучали бурятский язык. И уже идет пояснение, да, там от главы, ну, вот этого ведомства, да, образовательного, что, в принципе, теоретически можно отказаться, хотя и вроде второй государственный, но, тем не менее, все равно пофигу, можно отказаться, типа заявление написать и все. То есть, смотрите, уже 3-я статья заказная в государственном пропагандистском СМИ, а у нас все СМИ государственные пропагандистские. И это так называемое окно возможностей, окно Авертона. То есть для чего все это делается? Вот такими вот вбросами, сперва с чисто русского района, да, теперь уже, по сути, из бурятского, потому что это Явравнинский район, вбрасывается вот эта вот информация, затем там отменяется бурятский язык, и начинается во многих районах вот эта вот отмена. А затем просто глава Цыденов говорит, а ну, если так много людей отказалось, то давайте вообще отменим тогда, если не нужно. Ну и все. То есть это тоже провокация на самом деле против бурятского языка. Будем смотреть. Видите, кто-то очень сильно хочет бурятов взбесить и
Я вот только не понимаю, пока не понимаю, что в итоге, какая у них задача стоит, куда они хотят пустить этот негатив, для чего. Задача раскачать-то есть. Но, видите, они, видимо, хотят от этой всей повестки про независимость отойти, видимо, еще что-то. Так что на худут надо понимать, что это все провокации, ну, уже службистов, да, понимаете. Ну, просто так никто такие вещи не делает. Уже 3-я публикация, 2 района. С чего бы это вдруг, да? Столько лет жили, и тут вдруг начали. Давайте откажемся от бурятского языка. Еще непонятно, как на самом деле изучали в этих русских районах бурятский язык. Ну, я не верю, что это все какие-то совпадения, тем более в наше время, тем более еще и в военное время. Думаю, все это, естественно, провокация. Кепку меня тебе не идет. Ну, не спросил у тебя, Метан, что мне делать. Ты сперва свое лицо покажи, потом посмотрим, что тебе надо поменять. Занух идут. Поэтому надо здесь... Что делать-то, в общем? Нужно засесть за какую-то стратегию, в принципе, и уже пытаться хотя бы активному меньшинству бурятскому внушать ее. Ну, не внушать, то есть ознакомливать и по вот этой вот теме работать. Потому что, видите, к сожалению, когда у народа нет никакой вообще совершенно элиты, нет мозгов, грубо говоря, да, то они, ну, как стадо баранов, короче. То есть в НКВД, КГБ, ФСБ все это прекрасно знают, и когда появляется какая-то элита, они сразу же их, элиты в хорошем смысле, да, те люди, которые куда-то ведут людей, они сразу же их уничтожают, выгоняют. Ну, сейчас выгоняют, раньше просто убивали сразу, да и все. То есть там никто сильно не разбирался. И, ну и все получается. А народ без руководителей, без вожаков, да, это просто стадо баранов. Ну, то, что мы сейчас и видим на самом деле. То есть они даже на самом деле осознать не могут, что происходит, куда все движется, для чего это делается. То есть, к сожалению, вот народ в массе, они не способны все это осмыслить, продумать. Привет всем из Армении. Сэмбенану худут. Бурят хыл, узыхы сановы, хунзон. Это вот какую-то... Зачем вы это пишете, если я вот сейчас говорю, да, про то, что в школах отменить хотят? Потому что вот жалуются люди, вы там начинаете... Говорят, хылузых и сановы, хунзон, азашаха. Он не, другой имел в виду. Ну ладно. В общем, смотрите, мысль свою закончу. То, что, надеюсь, не будут там монголы писать или еще кто-то, что вот надо учить бурятский язык, да, там все такое. Видите, какая ситуация происходит, когда вот просто хотят отменить вообще бурятский в школах. И то его там час изучают. Задача простая, как можно по максимуму русифицировать бурят, чтобы не помнили своих корней. А здесь человек, наоборот, написал, я зря наехал вообще. Он написал о том, что кто не хочет учить бурятский, надо типа их выгонять. Ну, я думаю, это просто провокации на самом-то деле. Ну, по большому счету, конечно, в независимой Бурятии надо все по-другому. Но только видите, все слишком медленно делается, слишком поздно на самом деле. Мы как будто врубились, да еще и не до конца, и нет никакого хорошего плана. Пока очень сильно проигрываем на самом деле все эти активисты,
Еще и среди активистов предатели есть. То есть печально, пока все печально. Лишний язык не будет, тем более убирать кого? Родной бред. Ну, почему вы вот так вот как-то... Это специально делается? То есть понятно, это вот общие слова какие-то пишете, да? Понятное дело, вот надо бы изучать, но специально это специальная операция, я считаю, по тому, чтобы уничтожить просто бурятский язык. Они и так его сколько лет пытаются его здесь уничтожить, и как бы, видите. А говорить о том, что вот мы где-то там онлайн, да, все будем учить, все это бред. Нужна, во-первых, среда, самое главное. Здесь хочешь, не хочешь, тоже начнешь там аниасио, что-нибудь такое говорить, да, концам не да. Хочешь, не хочешь, ты в такой среде живешь, где хангукский язык, да, и будешь все равно его мало-мало узнавать. Если села сами молчат. Да как они могут, как вообще в России кто-то может что-то говорить? Для того, чтобы что-то говорить, надо собрание устроить. Чтобы это собрание устроить, нужно инициативных людей, которые скажут, давайте соберемся в чат какой-то. Кто чаты все регулирует? Все подставные люди. Вы как будто знаете какие-то такие простые истины, вообще не понимаете или что ли? Вы думаете, вот народ сам проснется. Хрен он, когда сам проснется, это все бред. Вот смотрите, чтобы люди начали что-то обсуждать, нужны все равно инициативные люди в деревнях. Этих всех инициативных людей, которые пытаются что-то менять, их сразу гасят, да? Неважно, это село, деревня, город, их сразу же гасят. И все заранее делается. Вот эти все телеграм-каналы, вайбер-каналы, думаете, создали что, простые какие-то инициативные люди? Нет, конечно, это все с администрацией создано. То есть там все контролируется, курируется, кто что там пишет, да, все это там аналитическая справка, там в ФСБ идет, там в МВД, там сами сотрудники сидят в этих всех чатах, смотрят настроение людей. Что, какую-то ерунду вообще пишете, села молчат. Конечно, нет. Просто они не могут ничего высказать, им надо собраться. А если кто-то слишком много говорит, его начинают вот эти вот сотрудники сразу осаждать, там, болишь ты, там, все это, уже поздно или еще что-нибудь в таком духе, да. Либо просто вот каких-то дебилов, манкуртов совсем берут, которые тоже провластную позицию занимают. Они что думаете, вот эта вертикаль власти, они все это не продумали, все эти моменты, что ли? Поэтому не надо вот такими наивными быть, типа, как сказать, вот села молчат, люди, народ виноват, это вот тоже наши активисты там ругают, да, почем зря бурятов. Ой, какие вы тупые, какие вы неосознанные и так далее. Ну ты приедь в Бурятию и пиши там в чатах, да, со своей симки российской, и я посмотрю, какое время ты будешь на свободе просто. Что, просто так, что ли, люди уезжают? И поэтому вот некоторые вот действительно просто какие-то тупые вот совершенно эти активисты, то есть простые истины вообще не понимают. Мы, конечно, все, когда ты за кордоном, ты уже совершенно другие у тебя возможности, да. А пока ты там в клетке в этой сидишь, куда ты денешься? Они же специально, это же, вот что, Новодворская просто так, что ли, сказал? Тюремщик может только тюрьму создать. Так оно и есть. Путин, он же, это же ФСБ, это же все ГУЛАГ, это все это одно и то же. Что они смогли создать? Только тюрьму смогли создать, где все наоборот. И видите, почему нужна независимость, причем полный отход от русского мира, потому что, видите, ну я уже много раз об этом говорил, но там сама мораль вообще не изведена, просто она растоптана. И сейчас она уже просто как раковая опухоль какая-то, которая всех просто съедает вообще. И видите, еще одно наши не могут, там в основном не только женщины, оказывается, там и парни, оказывается, тоже есть.
Такую чушь порой мне пишут. Им, видимо, так настолько все-таки вот эти всякие фонды мозги промыли, это просто капец какой-то. У них заняли пораженческую позицию. Ну, там с одним рассуждал, короче, типа, как возвращать Агинский и этот Усть-Ордынский округ. Ну и решение просто гениальное, да, у этого парня. Просто надо подождать, пока, типа, русские там сами как-то умрут 20 лет, и все. Я думаю, ё-моё, это что вообще, что вообще с людьми происходит? Что, вот, как сказать? Ну, что с мозгами у людей? К сожалению, ну, видите, друзья, ну, худут. Когда у народа очень долго нет грамотных руководителей, настоящей интеллигенции, когда нету патриотов, когда нету мозгов, к сожалению, народ начинает вырождаться просто-напросто. Ну, видите, как легко им манипулировать, как легко внушать какие-то идиотские просто идеи. И как легко вообще полностью, как сказать, изнутри уничтожить, не знаю, какие-то качества хорошие, да, честность там, смелость и так далее. То есть люди становятся просто люмпинами какими-то. И потом уже, знаете, внушаем что угодно там. Типа вот мы там занимаемся какой-то деколониальной темой, что-то обсуждаем, якобы что-то понимаем в этом. Но на самом деле, конечно, там все же просто на самом деле, чтобы независимость обрести, что надо-то. Ну, сами понимаете, силу надо, армию. И план, стратегии нужна, как развивать. А не так, что, знаете, ну, может быть, они реально там просто тупые люди, не знаю. Рассуждают о какой-то там ерунде. Вообще это ерунда полная, то, что они там говорят. Просто полная ерунда, вообще никакого отношения она ни к реальности. Она просто ни для чего не нужна. Проблема, что буряты сами не заинтересованы в сохранении развития. Ну с чего не заинтересованы-то? Я же говорю, чтобы у тебя было представительство, да, ты все равно должен собрать людей и от их имени говорить. Ну, либо хотя бы, да, ты сам там один активист, но вот вы живете в Монголии, демократической стране, вы просто не понимаете и никогда вообще не сталкивались с настоящей авторитарной страной. Просто вот никогда. Не было там ни гулагов, ничего. Были репрессии, которые сам монгольский народ не затронули. Только верхушку, лам и бурятов. И все. А сам народ не пострадал. Вот если честно, да. У нас наоборот все было. Всегда народ страдал. Ну, понятно, верхушку тоже казнили, но и народ тоже очень сильно страдал. Плюс у нас еще, видите, какая ассимиляция идет. Поэтому монголы, к сожалению, вот не могут тоже нас понять до конца, потому что просто у них такого нет исторического опыта, и все. И поэтому то, что сами буряты не хотят это писать, это просто бред. Они просто не могут заявить о своих правах, вот и все. То есть нет никакого представительства. Ну, представьте, если бы вот в Монголии, допустим, кто-то там что-то собрался выходить на протесты, а их просто, вот знаете, вот, взяли бы и демонстративно, ну, просто в асфальт бы втоптали, да, и все по телевизору все это показали бы, да, там, с применением, там, не знаю, резиновых пуль, ну, как в Беларуси, вот просто представьте, жесткое подавление, плюс еще ОМОН там прислали бы, да, нам поддержку из России, вот как в Беларуси все было. Я вот посмотрел бы, сколько бы это, конечно, это было бы, да, там какое-то время, но потом просто, если против тебя светошумовые гранаты из автоматов стреляют, ну ты никуда не денешься. Вот там с помповых ружей, да. И все, и так устанавливается авторитарный режим. Поэтому из демократической страны судить авторитарную, это просто не имеет никакого смысла. И если у бурят нет представительства в лице
каких-то активистов, то это не значит, что они что-то не хотят, просто они не могут, и все. Ты попробуй что-то заявить, тебя просто сразу примут. И будут все вот там на бутылку сажать и так далее. Если такое объявили, значит, либо РФ будет нападать наконец на Среднюю Азию и Монголию, либо РФ решила полностью закрыться, как Ирак в 91-м. Собирала подписи, всем пофиг. Ты прям всех знаешь, а что прячешься-то? Ну, если вы собирали подписи, то вы молодец. Но, смотрите, есть еще и страх у людей. Подписи собирать — это на самом деле не очень хорошее дело, потому что всегда люди боятся, что эти подписи потом окажутся на столе у товарища майора, потом начнутся у них проблемы и так далее. То есть здесь представительство должно быть по-другому, я думаю. У людей все равно очень сильный страх. По большому счету это лучше, наверное, собрание, что ли, какое-то. То есть не тогда, когда твои данные где-то там фигурируют. Поэтому нас, меньшинства, патриоты РФ, сейчас будут повально отказываться от своих языков, потому что не хотят, чтобы их тоже обзывали антирусскими нацистами. Ну, возможно. Говори, пожалуйста, громче, Баир. Да у меня какая-то тут стрельнутая соседка просто есть. Сегодня приходила, что-то там, не знаю, что ей надо вообще. Может быть, из-за шума. У меня просто еще, видите, петличка сегодня. Конституции не знаешь, наготове собрался приехать. Если все будут как ты мечтать, это никогда не закончится. Почему Конституцию? Объясните, что вы имеете в виду под словом Конституция. Скоро ваш Володин. Он не наш Володин. Ребята, не зацикливайтесь на языке, есть более важные проблемы. Ирландцы, валийцы, мексиканцы, бретонцы, каталонцы и куча прочих великих наций живут без своего языка, решают эту проблему постепенно. Да у нас-то не такая категоричная ситуация, на самом деле, с языком. Его не так долго восстанавливать, он фактически он не утрачен. И все возможности, все вообще есть, чтобы быстро восстановить язык. Единственное, нету среды, нету государственного стремления к этому. То, что поставлена цель рассорить монголов и российских монголов, похоже на правду. Не похоже на правду, так оно и есть. Останется надеяться, что это не получится, какие-то плохие времена грядут точно. Ну, естественно. Мэнде, да, это не первый раз. Раньше сочиняли всякие сказки, сейчас сочиняют. Это как мы прекрасно понимаем. Это мы прекрасно понимаем. Так что приживиться не надо. Мы все понимаем, мы вообще не обращаем внимания на это. Ну ладно, Байрла. Именно сейчас надо зациклиться на языке. Без языка нет идентичности народа. Ну да. Ну вообще в целом, видите, у нас и так тяжело все это идет пока что. Объединение, да. Слишком мы, все-таки Рашка нас смогла разъединить, да, честно говоря. И в языковом плане, и в ментальности, наверное. Но нам, тем не менее, ничего не остается, как просто объединяться. Потому что все равно, как-никак, мы все равно все монгольские народы, и все. Наше будущее, я считаю, все равно в тесном сотрудничестве. Может, не в одном государстве, но по-любому надо объединяться. Ну а с кем нам еще объединяться? Монголов больше, конечно, чем нас, да, сейчас. Но все равно мало, на самом деле. 3,5 миллиона — это не так много. Баир, все намного проще. Наши народы и абсолютно большинство мечтают вернуться в СССР, потому что они хотят стабильности. Да не было там никакой стабильности в Советском Союзе. Афганистан — это что, стабильность, что ли? Лишь бы не было войны, и все, давайте Афганистан захватим. Тускар, Улс, Болохопти, Бурятзон. Ни бурятский, ни калмыцкий, ни тувинский, ни чувашский и так далее миры не несут стабильности никакой. А, это какой-то этот. Это какой-то, короче, бот, видимо, или что ли там пишет. Да не было в Советском Союзе никакой стабильности, это просто бред. Это просто, знаете, просто мозги людям
Понимаете, это же все наследие Геббельса на самом деле. Если тебе 1000 раз сказать ложь, ты в нее поверишь. Каждый день с утра до вечера во всех СМИ, во всех всяких партийных собраниях. Помните, какая там была политотата? Тебе каждый день говорили, что Советский Союз — это самое лучшее государство, что мы всех лучше и так далее. Короче, с самого детства тебе все это внушали, и все. А если ты не хотел верить, то тебя быстренько в ГУЛАГ закрывают. Вот и все. То есть это было такое не добровольно-принудительное, а просто принудительное, и все. Кто не с нами, тот, значит, предатель. Очень стабильно стояли в очереди за хлебом. Ну да. Вообще грубо действовать, заставляя представителей монголов России говорить против Монголии, это же увидит даже слепой. Да. Но проблема в том, что могут простые монголы, ну, несколько наивности у них есть. Они же не знают, как действует система пропаганды в России. Они могут это принять за чистую монету. Ну, просто они, ну, честно говоря, не сильно же знают, как вообще там Бурятия живет, как что. Как-то эта война для них далеко. Ну, по крайней мере, я на какую-то там свою небольшую аудиторию пытаюсь всю эту историю рассказать. Ну, что я еще могу сделать? Путин тоже говорили стабильность, поэтому голосовали за него. Да, такая стабильность, что, блин, такая стабильность, что врагу не пожелаешь. СССР была дыра, но для патриотов это была романтика. Ну да. При СССР также было, все ресурсы шли в Москву. Да это обычные оккупанты были, этот Советский Союз. Все врали. И видите, сегодня я видел одно видео, в общем, там какой-то русский епископ пришел к украинцу, видимо. Короче, он был Z-патриот. Все там за Путина, за войну и так далее. Епископ. И что-то, короче, случилось, он решил уехать в Америку. Вот неожиданно, да? Русский патриот, который там говорил, вот, мы там за войну и так далее, победитель не судит и так далее. Ну, высказался конкретно за войну. Но потом что-то пошло не так, и он уехал в Америку. И еще зачем-то пришел к этому украинцу на интервью. Ну, видимо, у того есть возможность как-то повлиять на то, чтобы ему, этому чуваку, епископу, дали политубежище, чтобы он там остался. Ну и все, и он начал с ним разговаривать, думал, что тот раскается, что изменится, что скажет, ну вот я был неправ, а тот нет, все, на своем стоит. Типа я не знал ничего, не понимал, ну и вообще дурачка просто врубил этот епископ-то. Все, тот говорит, хрен ты попадешь в Америку, все, я сделаю все, чтобы ты уехал на родину, в Россию. Такие дела. То есть, понимаете, еще я там комментарии начал читать, и там видно, что либо боты пишут, либо просто эти действительно патриоты, да, эти. И, ну, там просто, знаете, такой цинизм вообще полный. То есть они, ну, как, это просто Россия сейчас, ну, наверное, самое вообще циничное, лживое государство. Это просто, ну, отвратительно то, что они любое злодеяние, да, они готовы оправдать. То есть это реально этот Оруэлл 1984. Поэтому я и говорю, что, видите, это очень, очень зловредная, это опасная идеология русского мира. То есть ее надо просто с корнем вырывать. То есть вообще ничего не должно остаться. И чем быстрее бы избавиться от этой всей, да, как сказать, идеологии, тем было бы, конечно, лучше. Потому что она, вот, ну, это фашистская страна, она ничего хорошего не несет ни человечеству, ни самим себе даже. Это просто скорее бы денацифицировали Россию и освободили. Ну, понятно, что мы сами должны освобождаться.
Но сейчас пока проблема в том, что они под влиянием этого гипноза, и с мозгами все очень трудно. Сейчас просто геноцид малых народов, просто этого еще мало кто понял. Ну да. Не этим занимаетесь, язык имеется у монголов, и никуда он не денется. Главная проблема — это ментально-культурная деградация народов Сибири. Проекты должны быть социальными, а не этнографическими. Да почему не этим-то? С этим? Боюсь, ты знаком? Нет. Неинтересный вопрос. Молодежь Монголии ориентирована на западное обучение, технологии, молодцы, а средний и пожилой возраст могут поверить в эти сказки. Ну, они потому что тоже инфицированы русским миром, к сожалению. Тоже верят в это. Советский Союз, мы там покажем Америке, и вот это все. И все зависит от монгольских СМИ, как они освещают эти высказывания. Но я так понял, с монгольскими СМИ там все нормально. Есть, видимо, все-таки проплаченные рашистские каналы какие-то, но в целом много разных каналов и разные источники информации. Ну, в целом там все-таки демократия. И все-таки там нормально. Но главное, конечно, чтобы вот это вот Беларусь-то, ну, там изначально как бы и так батька там сидел. То есть они друг друга просто без слов понимают, Путин с Лукашенко. Поэтому в капстраны было запрещено ездить в Союзе, чтобы люди не видели, как другие живут. Ну, естественно. СССР последние своих 30 лет был гуманистическим, вполне успешным. Да нет, конечно, это все вранье полное. Какой он там социальный был? Чушь полная вообще. Поймите, это государство, оно никогда не могло быть социальным в принципе. Фильмы посмотрите, которые в конце выходили 80-х годов, в начале 90-х, где описывалось все, что у нас по-настоящему-то было. Да сама жизнь, я что, маленький был, как раз вот конец 80-х. Вот эти, вы знаете, бандитские группировки были среди молодежи. Намного жестче даже, чем... Ну, в 90-х просто стреляли, а тогда дрались просто куча на кучу. То есть там люди бухали жестко и на заводах, или еще где-то. Кого там рассказывать про какой-то этот, как социальное государство, все бред вообще полный. Люди не жили не хорошо в этом государстве. Эти гигантские очереди за колбасой, за хлебом, ничего не купить. Я помню, мы эту стенку кое-как купили в зал. И то там какую-то очередь надо было отстоять. Телевизор там покупали. Тоже это вранье полное про это социальное государство. У молодежи мозги застраны, надо их учить, согласен. Никакого братства народов не существует. Берегите детей, давайте им знания. Ну, все работает, когда регулируется уголовным кодексом. В Америке нету никакого братства, но закон мощный. Полиция жестко работает. Поэтому вот эти наши феминистки все вот вдруг поверили в себя, что вот мы-то там все решаем, на самом деле, да. Но если полиции не будет, да, то просто какой-нибудь отморозок придет и все, и там начнет, не знаю, головы резать, допустим, или еще что-то. Ну, хотя такое тоже и порой происходит. Так что просто не надо верить какие-то сказки, когда они не подкреплены реальной силой. Вот люди действительно думают, вот, есть рай на земле где-то, да, ну или что-то близкое к этому. Ну, конечно, нету. И вообще все это в один момент может прикрыться лавочка. То есть законы отменят, да и все, и скажут, нет, что-то мы не туда зашли. Ну, они умеют это очень хорошо менять повестку, если захотят. На Западе имею в виду. Это высший пилотаж лицемерия, слабые и недостаточно эволюционные народы не способны этому противостоять по 300-400 лет. Сравнивать путинскую РФ с СССР — кощунство. Ну, смотрите, если бы СССР не было, то и путинизма бы и не было, согласитесь? Он же откуда-то вырос. Ну, «Груз-200» вы смотрели фильм? Это же на реальных событиях. С Афгана там привезли этого труп и бросили. Откуда пошла фраза-то жених приехал?
Жуть творилась там. Государство, религии и разделение на расы, вот чем пользуются и делят народы. Ну, знаете, я вот тоже не верю в эту сказку, что вот все там, как сказать, смотрите вообще, мы что, все разные не просто так. Вот есть эволюция, я давно хотел об этом сказать. Почему все войны происходят и так далее? То есть это никогда не кончится на самом деле. Главное, чтобы планету не разорвали, да? Ну, не было там ядерного обмена ядерными ударами. Но вообще в целом эволюция. Почему столько много видов она создает? Это же не мы сами вот так хотим воевать или еще что-то. Нас все равно вообще всеми нашими поступками руководит только эволюция. Мы до сегодняшнего состояния смогли дожить, дорасти только благодаря эволюции. Потому что много видов создается, между ними конкуренция, постоянно кто-то кого-то жрет, убивает. В дикой природе разве не так, что ли? Еще меня вот эти умиляют всякие комментаторы, которые, ну, кто-то кого-то жрет, там, лев, допустим, еще кого-то, и пишут: ой, а что ты снимаешь, не мог помочь. Это, блин, дикая природа, кому ты там поможешь, пойдешь, тебя самого сожру. Просто инфантильные какие-то люди вообще. Но если ты такой умный или такая умная, иди и помоги там какой-нибудь антилопе, когда ее лев жрет. Посмотрим. Так. И смотрите, то, что мы разные созданы, да, то есть это тоже природа, я думаю, она же не дура, специально нас таким образом создала, для того, чтобы между нами и конкуренция была, и как бы сильные какие-то гены передавались дальше, чтобы мы могли, ну, между собой через конкуренцию делать наш вид лучше. И вообще вот это, знаете, вся борьба, вот мне почему не нравятся вот эти всякие там движения, там мужской какой-то феминизм. Мы вообще один вид на самом деле, мы никак не разделяемся, мужчины и женщины. То есть есть какие-то там амебы, да, допустим, это понятно, они делением делятся, да, то есть это как гермафродиты, у них женские и мужские половые как бы вместе в одном, да, а мы другой просто немного вид. То есть природа нас так создала, что мы как бы для того, чтобы нам делиться, да, клетка делится постоянно, то есть это наша, ну, как правильно сказать-то, ну, то, что заложено, вот природой заложено, вот это и происходит. То есть мы те же самые, можно сказать, амебы, просто у нас другой способ деления. У нас более все сложно, да. То есть у нас есть женщины и мужчины, да. Но мы, по сути, это один вид. То есть, может быть, мы могли бы быть гермафродитами, да. Но вот природа решила, что для того, чтобы разные гены смешивались и было еще более какое-то прокачанное, ну, получается, поколение, то вот она решила нас разделить, чтобы не было каких-то плохих генов и так далее. И поэтому, видите, все-таки разные какие-то виды, ну, как не виды, конечно, а национальности и так далее существуют. Ну, не просто так, наверное. Может быть, конечно, когда-то все там полностью смешаемся, но, возможно, и нет. Кто знает. Все равно каждый народ и так далее существует для чего-то, не просто так же на этом свете. Кто-то для того, чтобы показать, что вот так вот жить нельзя, да. Кто-то что-то изобретает, кто-то фашизм устраивает, да. Потому что россияне мечтают о романтике, это очень неправильный народ, им проще стоять выше. Да не мечтают они о романтике, это просто тоже вот, как и мы, к сожалению, только они еще больше. Всегда их элиту убивают свои же. И, ну и как они тоже не могут никак развиться, потому что элиты своей нет. Я тоже об этом говорил. Европа насквозь их видит, надо ее все меньше и меньше становиться, если смотреть на карту. Просто многие критически не мыслят. Да.
не все способны вообще критически мыслить. Для этого и нужны вот всякие активисты, которые людям доносили бы, что, ну, вот так и так надо делать. Ну, многие, конечно, могут, но не все умеют уговаривать людей, вообще просто иметь смелость сказать об этом или еще что. Ну, мы все разные. Кто-то там хорошо, допустим, столяром работает, кто-то человек науки, кто-то музыкант, да. То есть они не могут доносить до людей. Кто-то оратор хороший, да. То есть, ну, все разные, у всех разные как бы цели в этой жизни. И в основном, что люди, мы же вот, повинуясь эволюции, просто приспосабливаемся всегда к окружающей среде. На самом деле, вот каждый день, да, даже солнце нас уничтожает. Я как-то смотрел там передачу, катаракты тоже не просто так происходит, потому что вот солнце, да, вот эта атмосфера, воздух, каждый день наши глаза уничтожает. Почему в старости он там катаракты и так далее, болезни? Мы вообще выживаем просто на этой планете. Люди всю ночь дежурили возле магазина торты, чтобы купить на праздники. Ну да, да, помню. В стране Советов был дефицит. Да, я даже помню, приходил занять очередь в магазин, и потом, когда очередь подходила, она долго была. Все люди с работы приходили, стояли в этой очереди. Бежал за мамой, чтобы она купила, что ей нужно ей. Там еще, по-моему, за хлебом, за колбасой отдельная очередь была, что ли. Ну, короче, это какой-то бред, я помню, был. Потом мне уже подрос деньги стали давать, чтобы я сам покупал. В будущем говорят, что только женский пол останется. Ну, конечно, нет, как не может такого быть. Если это один вид, надо просто логически подумать. Вот смотрели вы шестой день, по-моему, фильм, где какой-то ученый смог с помощью генной инженерии людей оживлять. И у него была жена, которую он очень любил и хотел, чтобы она, ну, она умерла, он хотел, чтобы она была с ним. И она постоянно на шестой день, по-моему, умирала или что ли. В общем, там отсылка, по сути, к этому, к Библии, что на шестой день там Бог создал людей, видимо, что ли. Ну, я вот это уже забыл. Ну, отсылка к Библии. В общем, там у нее в генах была какая-то проблема, и она жила до определенного возраста, потом всегда умирала, потому что гены такие были поломанные у нее. И он ничего не мог сделать с этим. И в конце концов он решил ее больше не восстанавливать, потому что, ну, очень тяжело ему было каждый раз оживлять ее, и потом она опять умирала. Ну, каждый раз, получается, он ее хоронил. Так что здесь тоже такая же история. То есть я не думаю, что можно гены так вот выводить постоянно, ну, то есть чтобы женщины могли размножаться-то. В конце концов это все захереет, и человечество просто исчезнет. Поэтому то, что там одни женщины останутся, это все брехня какая-то. Отголоски совкового менталитета отлично видно в россиянских иммигрантах за рубежом. Всех ходят и требуют, чтобы все пришло, все и сразу, потому что в СССР все было схвачено, учеба, работа. Целыми днями в очередях и драки за булку хлеба. Ну, потом наступили 90-е, и хлеба не стало. Я вот тоже помню, как там по полбулки занимали друг у друга. Это было время, конечно. Британские ученые доказали, что в будущем наступит будущее. Как только проиграет войну, надо отделить все республики. Пусть московиты живут отдельно, посмотрим, как заживут. Ну да. Опыт СССР поможет в будущем построить социальное созидательное общество. Да ничего не построит. Все это изначально была какая-то ошибка вообще. Не все есть люди, кто выбирает не жить на пособие. Видели речь Хамбаламы на соревнованиях по национальной борьбе? Нет, не видел.
Опыт совка нам не нужен. Конечно, нет. Будущее никогда не наступит, а то оно и будущее. Коммунизм — это утопия. Опыт СССР нам поможет построить комфортабельные концлагеря для недовольных. Да не надо так людей мучить, я думаю, в концлагерях. Вообще, конечно, это самый легкий способ, да, как там у Сталина и у Путина. Нет, у человека нет проблемы, но так, я считаю, не надо решать проблемы. Голодные 90-е, бандитские 2000-е, вот этого не хочет народ России. От очень узкого рабского мышления им хочется вернуть в СССР. Для них это было лучше, чем в 90-х, потому топят за Россию от души. Ну, смотрите, там вообще никогда справедливости не было. То есть всегда культ насилия и смерти был в России. Изначально это же неравное общество было. Были крепостные, эти барины, да, это вот как там Салтычиха, да, вот это все, когда людей можно было в карты проиграть, ну там, не знаю, что хочешь делать. Эти сенные девки, да, даже понятие. Потом барин мог запросто переспать с женой мужика там и так далее. Ну вот это все унижение, оно всегда было. Потом, когда совок произошел, сильно-то тоже ничего не изменилось для простого народа. Просто элита поменялась, да. Ну и чуть больше прав у людей. Ну а так все равно до каких годов-то паспорта не было у деревенских людей, представляете? Потом вот это вот понятие лимитчики в Москве, да, не просто так же. То есть раньше в Москву не пускали только когда, ну вот как здесь немного напоминает, когда нужна была рабочая сила, стали из деревень привозить людей. Лимита даже так называлось. Ну, то есть к ним презрительно относились, естественно. Им, по-моему, прописку тоже не давали, что-то такое в первое время. Ну, то есть, понимаете, сильно-то отношение к людям не изменилось. Но просто, видите, к сожалению, это отребье стало править. А сейчас оно просто вошло в свой прямо самый такой кульминационный момент, после которого будет развал. Потому что вот это копники натуральной власти. Наша элита Бурятии-то, оказывается, тоже все какие-то бывшие бандиты или еще кто-то там. Страшные люди на самом деле. Комфортабельные кладбища, где земля пуха. Достаточно посмотреть на Китай и какой там коммунизм, там уже лагерь, а не страна. Ну да, электронный концлагерь. Я это все видел в 90-х, 2000-х. Я не патриот России, не СССР. Это для меня чуждые страны. Как по менталитету, так и по политическому строю. Я еще в школе говорил, что в этой стране будет только плохо. Сейчас еще хуже намного. Просто у власти бандиты реальные. Реальные бандиты. Это вообще отморозки полные, которые, не знаю, лесоповали только могут. Русские возмущаются, что вы все претесь в Москву, дали вам республики, там живите. Наталья удалила сообщение. Когда нет стержня, самоорганизации народов, ничего не будет, там и без власти все понятно, что только плохо будет. Но смотрите, как будто я вот сколько раз говорю, как будто народ сам может, как сказать, самоорганизоваться, да? Нужны активисты всегда. Люди, которые придут, объяснят, начнут собирать людей, что-то, идеологию свою доносить, мысли и так далее. А так, когда постоянно все это под запретом, когда всех лидеров всегда сразу уничтожают, либо подкупают, то никак это невозможно. Чего боимся? Выходим на митинги, отсоединяем Бурятию от Рашки, всех русских, как Армян в Карабахе, отправляем в Рязань, разгоняем правительство, народных удлар, создаем новую Бурнацку. Ну, чтобы выйти хотя бы на улицу, нужна организация.
А в тоталитарной стране, видите, это невозможно просто. Как людей собирать? Ну, при помощи мессенджеров, да, допустим. Но если начинать людей добавлять, во-первых, будут бояться. Ну и первое, обязательно какой-то стукачок будет, который сдаст в контору. Ну, из конторы быстренько заберут. Ну, то есть это очень тяжелое, там, это такие вещи делаются очень скрытно, через какие-то такие мессенджеры, которые невозможно взломать. Ну, то есть организация очень должна хорошая быть, качественная, на уровне. И причем выводить надо сразу большое количество людей. Либо маленькой группкой работать, но которые уже, сами понимаете, вооруженные ребята, все такое. Посмотрите, бандитский Петербург — это Россия. Ну да. Соседка Кореенко, что ли, стены, гипсокартон. Да, она просто какая-то маленькая стрельнет. Паспорта, что-то там сельским. Вы зря удалили, я не успел дочитать. Дашут Дончинова писала. У азиат очень хороший потенциал, умение анализировать, работать с данными. Я к тому, что государству нужно поддать жару, народу заставить двигаться. Ну, я и говорю, что, смотрите, окно возможностей будет, когда Путин сдохнет, война кончится, экономический кризис начнется и так далее. То есть начнется как в 90-е. Надо вот этот момент, как его, ушами не хлопать, грубо говоря. Но они, видите, уже сейчас все это создают. Этих вагнеровцев отправляют, законы всякие, болванят людей по полной программе. После этого всего разгребать за ними очень тяжело будет. Поэтому работать надо. Вот что надо делать. Нужно оружие и организация. Ну да. Русские наши митинги не будут уважать, а бурятскую повстанческую армию будут. Ну да, согласен. Средний класс 40 годам в основном закрывает базовые потребности и встает в тупик. Ну да. Я прожил 5 лет с тюрками, Приволжье и работал с прибалтами. Самоорганизация у этих народов есть. Даже под давлением дал совка они сами для своих смогли и минимум обеспечить все возможное, если есть скиллы. Ну, я не считаю, что... Смотрите, вы делите как-то людей... Вот что-что, но у монгольских народов опыт самоорганизации куда выше, я считаю, чем, возможно, у других народов. Ну, Чингисхан же смог. Но когда длительное время, в течение 100 лет, народ оболванивают, то тут уже, извините меня, даже гены уже не справляются. Как объяснить другу, у которого мозги промыты, что все, что происходит сейчас, это полное дерьмо, а он любит Рашку и даже историю своего народа не знает, как быть с такими людьми. Надо с ними работать, убеждать все равно. У меня есть мысли, я позже это все озвучу. Палкой надо воспитывать своего друга через болевые ощущения. Не пойдет, надо. Главное в этом случае это поселить сомнения. И потом уже ничего не доказывать. А там смотреть на реакцию и поведение. Человека не сразу доходит. И все люди еще разные. Кто-то готов к каким-то действиям в будущем, когда узнает информацию, а кто-то нет. Ну, по крайней мере, удача будет уже, если он не будет, допустим, видеть какие-то пропагандистские материалы, не будет их поддерживать и не будет там какие-то одобрительные комментарии писать, и не будет под как бы под правдивыми, да, постами, не будет вот эту вот пропагандистскую херню нести. Это уже будет победа.
Зная, что продажным силовикам увеличивают зарплаты, и они будут гасить свой же народ, но их мало, людей больше. После революции всех люстрируют, даже судей никого не оставлять. Судьи, мне кажется, в мировых судах нормальные, потому что они непосредственно с людьми работают. Это не арбитражный, не такой суд, не районный. То есть там, где нет политики, короче. Он до всех доходит, как до жираф. Ну, главное, все равно доходит же потихоньку. Перепроверила инфо, сельчанам паспорта начали выдавать только с 1974 года. Ну, я говорю же, родители-то прекрасно помнят. Почему, с одной стороны, советские наши родители такие забитые-то? У них, понимаете, вообще с рождения прав не было, даже паспортов не было. То есть они не могли даже никуда уехать. То есть о чем тут говорить, когда они... Понимаете, это у нас другое мышление, мы просто не понимаем, как они жили. И поэтому, ну, это люди были, которые фактически как крепостные, короче. Человек всегда противится переменам. Ну, хочешь, не хочешь, они уже идут. Смотрите, это сильное было дело, когда Азербайджан все-таки с Карабахом вопрос решил. Сейчас это уже все. В глазах мира Россия уже никакой не, как сказать, районный там смотрящий, грубо говоря, да. Они уже не могут никакие вопросы решать. Скорее всего, они могут какие-то провокации там против Монголии делать, против там Средней Азии, против Казахстана, но так, чтобы войска вводить, я думаю, уже не смогут, сил нет. Ну, хотя хрен его знает. Там, видите, проблема в том, что много войск-то и не надо. Не знаю, что они что-то готовят. Ну, какие-то мелкие пакости уже делают. Есть еще молва, что менты буряты жестче, чем менты русские. Что думаете об этом? Ну да, правильно. Ну, они не понимают. Помните этот, как его, Багдаева-то мент какой-то толкал бурят. Что-то там булишь, ты что-то такое. Ну, чисто, как знаете. И так недалекий, еще и в ментовку попал, там, где все дубы, да, и вообще капец. Развитие которого не было, и так остановилось. У меня бурятки все поддерживают войну в Украине, потому что у них получки от 50 тысяч в месяц. Ну, здесь тоже, видите, это нищий народ увидел деньги, и просто они все там от радости обосрались, мне кажется. Ну, какая-то часть. Ну, что сделаешь? Вот если я даже тоже приехал, купил кроссовки, и такое счастье, да. Нищий народ, вы поймите. Но, видите, у меня все-таки нету такого, что я должен кого-то убить за эти кроссовки. Я лучше приеду и сам как-то тут найду способ купить эти кроссовки и не пойду никого валить. Так что, видите, все разные. Я с этим бы поспорил. Патриоты России не поменяешь. Тут россиянцы в Штатах, которые живут по 30 лет, в большинстве своем топят за Россию, для них родину не выбирают. Ну, пускай они видят крах империи. Как раз я вот потом утомленный, унесенный ветром, буду говорить об этом. Бурятам еще повезло, на Сахалин корейцам еще дольше паспорт не выдавали. Ну да. Ну зато сейчас у них есть возможность сюда приезжать, получать визу F4, ну и все. И жить тут, работать. Конечно, да, тоже не сладко тут все. Работа тяжелая. Дети их уже пытаются, да, так работать в офисах и так далее, но тоже следующее поколение, наверное, уже полноценные корейцы будут. Как они будут любить Россию, если не будет? Ну да. Пусть они в нее верят. Ее же умом не понять, только можно верить и все. Умом Россию не понять, потому что, видите, это же на самом-то деле глубокие слова. Как можно безмозглого понять? Никак невозможно, если у него мозгов нет.
Родина для меня — это мой улус, Эмок, где родился, а не люди системы Рашк. Ну да. Русские на территории Бурятии — это бомба замедленного действия, это имперский народ с имперским мышлением, с отношением к нерусским, как к второму сорту людей. Ну, по сути, да, я почему и говорю, что надо про бурятскую политику вести. А там бывает, типа, ой, мы там все такие, эти толерантные все ребята такие. Но все меняется в этом мире. Смотрите, вот еще что. Когда-то Россия была, да, самая такая либеральная, вот это вот все поддерживала, ЛГБТ, геев, все такое, да. То есть смотрите, в 90-х, в нулевых все это нам показывали с экранов телевизоров. Борис Моисеев, потом группа Тату, Шура, потом кто еще, Оскар, да. Ну, то есть там прямо даже клип есть про двух мужчин у клипе Оскара, да. «Между мной и тобой ветер», есть же песня. Там же два мужчины. До сих пор, по-моему, крутят по телевидению. И люди, ну, которые не геи, ну, нормально воспринимали, просто песня хорошая и так далее. Ну, вот, как бы не было ничего такого, да, там, предубедительного. Но в тот же момент, когда Тату вовсю там у нас с экранов телевизоров целовались и так далее, в Европе еще такое было невозможно просто. То есть нельзя было по телевидению показывать. И видите, вот такая вот гей-страна, да, первая, можно сказать, Россия, через некоторое время законсервировалась, а Европа и Америка наоборот. То есть раньше же это Америка пуританская была, то есть там до каких-то времен вот, черных, да, не пускали в заведения, ирландцев даже, как там было же написано, с ирландцами, это или в Англии был, с ирландцами и собакам вход запрещен. Ну а сейчас, видите, все поменялось. Но кто знает, что будет там через 10 лет. Вся эта волна может отойти. Так что мы ничего не знаем. То есть, видите, вот сейчас нынешние геи, да, там и так далее, не знаю, знают ли они, нынешние геи, как будто это, ну ладно, ЛГБТ, вот это вот движение, знают ли они, что такая вот была свобода для них в 90-х нулевых годах? Сахалин, корейцы получают квартиры и пособия, ВНЖ, гражданство по программе репатриации, то есть оплачивает Япония. Когда поменялось у тебя мышление в плане госустройства? Напишите, какое у меня было до этого и какой сейчас. Я просто не могу понять. Либо это не про меня написано. Репарации платят только агрессоры, не рабы. Ну, кстати, в этих словах есть смысл. Баир, говорят, в Корее комары, крокодилы, и укус не заживает по году с лишним. Тебя кусали ханговские комары. Ну, не по году, конечно. Заживает, но шрамы остаются. Кстати, да, вот меня тут накусали, шрамы реально остались на ноге. Пусть московиты платят. Ну, в принципе, да. Так, ну худут. По-моему, все, что я хотел сказать, сказал. Так, дискуссионный клуб был очень интересный, кстати. Вот крайний, который мы... Там Руслан Габбасов пришел, еще люди. Ну, вообще интересно. Прямо там, знаете, такой диалог был вообще интересный. Классный клуб получился. Такие дела. Через неделю, получается, будет. Ладно, ну худут уже 1:09 в эфире я. Наверное, надо заканчивать. Потом напишите еще, кстати, качество как с петлички нормально, нет?
Видосы будут. Да, да, будут. Я просто не успеваю монтировать. Тяжело, просто нудно немного монтировать эти, как их, дискуссионный клуб там. Все надо смотреть же. Мой друг Тувини сказал, что этот Шалбан Караол никакого отношения к простому народу не имеет, не поддавайтесь на провокации. Ну да, я вот то же самое хотел сказать монголам, братьям-монголам, чтобы они не велись на эти все провокации. На самом деле. Наталья, вам никто не обязан. Ну, если так взять, действительно, нас же погнали, в каком смысле действительно как баранов, но замысел-то был из Москвы, из центра, от Путина, ну и, грубо говоря, от русского народа, потому что все-таки русский народ выбрал Путина и держит его до сих пор. Занух, час 11 в эфире я, по-моему. Надо заканчивать, что ли? Есть какие-то комментарии, интересные вопросы? Уже спать охота, кстати. Будьте бдительнее, не ведитесь на провокации. Да, мы, знаете, у нас мало информации, что вообще происходит, что готовится, как себя вести, мало вообще понимания. На самом деле надо, ну, с одной стороны, просто физически невозможно по-другому, да, и не физически, не финансово. Чтобы, кстати, вот как она, диалог, да, такая есть группа ботов. Даже я вот сегодня смотрел материал про них. Как она называется-то? РАО или как ли там, диалог. В общем, они придумывают идеологические нарративы, ну, работают на администрацию президента. Они придумывали, как оправдывать войну, ну, все нарративы, все они придумывают. То есть, по большому счету, нам такой же штаб нужен, только для того, чтобы, наоборот, антипропаганду вести. Но, видите, у нас в этом плане большая проблема, потому что у них подключен весь административный аппарат, их все чаты, куда людей всех согнали под всякими там поводами, типа там чат класса, что-нибудь такое, да, там чат района, да, то все добавляйтесь обязательно там под расписку и так далее. В группу Вайбер, да, там все. Специально же людей загоняют и информируют оттуда. Еще потом доложить о выполнении, да, вот это все дело. То есть в этом плане у нас очень мало ресурсов, и только действовать креативом, искренностью и правдой, естественно. Потому что с государственной машиной, как ни крути, с людьми, у которых огромные ресурсы, 9 миллиардов рублей они получили за 2023 год бюджетных вливаний, больше, чем Первый канал, у которых огромный административный ресурс, то есть все под ними, вся вот эта вот вертикаль, они и в армию отправляют, да, как подавать правильно, что вот там потери нет и так далее. То есть, ну, короче, полностью они промывают мозги. И это вот действительно наследники Геббельса, короче. Посмотрите обязательно про этот материал. Интересный очень. И такое же нам тоже нужно. Но, видите, к сожалению, есть вот типа всяких фрибурятий, но они ведут тоже, в общем-то, херню какую-то, если честно. Поначалу вроде пытались что-то интересное вести, но потом сдулись, у них просто нету, ну как из пальца же не высосешь, нечего говорить, кроме как... Ну еще понимаете, у них центральная задача стоит
не допустить развала, чтобы буряты обрели независимость, и другие коренные народы. Поэтому они ведь вроде как что-то пытаются и на плаву быть, да, там, и с другой стороны за эти буйки не заплыть. То есть как-то вот так вот маневрировать. Типа мы тут из-за бурятов как будто бы, но и не против русских. И мы вообще все такие хорошие и все такое. И еще и ЛГБТ, и феминизм, и все на свете. То есть вот как-то так. То есть в этом плане у нас нету пока ресурсов. Но с другой стороны, видите, нет же ни финансирования, ни физической возможности. Чтобы всем этим заниматься, нужно сидеть в офисе, иметь много людей, сплоченную команду, идеологию и сидеть уже там разрабатывать все это. Плюс нужны еще дизайнеры, нужны художники, кто хорошо словом владеет. Ну, то есть такая команда очень достаточно профессиональная. В этом плане у нас пока вообще паритета нет никакого. Ну и главное, это ладно, все это дело. Главное, нету таких возможностей, как доносить информацию, как у вот этих вот, как у диалога этого, ну, этой агит-бригады, короче, да, которая на всю Россию работает. Ну, в общем, посмотрите, кто это был, какое... Я потом скину, если что, в сообщество или в телеграм-канал. Поэтому наивно полагать, что вот сам народ что-то не хочет, что-то не может или так далее. То есть за них все решают вот в этом диалоге, разжевывают и на ложечке подносят, вот жри. А в ложечке это дерьмо просто, понимаете? Байырла, Байыр. Так, что-то много написали. Бірхішті байрахы, явулжы байрын ажылтны нырыгал. Русские не монголы. Ну, естественно. Байырла, Байыр. Байырла. Аян Баинде, как относишься к нему, какой-то он мутный? Ну, есть маленькая мутность. Ну, мент же бывший, все менты мутные. Ныры Байыр Бырхылда. Байтла. Слан Жалсанов, вы не правы в том, что русские проплемянники монголов, русские славяне и финно-угры. Да, русские, в общем-то, это тоже такой несчастный народ, но еще более несчастный на самом-то деле. У меня вообще никакой там ненависти прямо к русским, как национальности, вообще нету. Нормальные отношения. Просто в Бурятии, я здесь нормально вообще с русскими общаюсь. Просто в Бурятии нужно бурятское государство, понимаете? И все. То есть нам там русский мир вообще не нужен в Бурятии. Буряты от путинского ПГ не смогут отказаться. Да нет, конечно, не надо, не надо вот таких вот громких заявлений делать. Фри Бурятия — это спойлеры, да? Байр, удачи тебе, когда 90% народа манкурты, патриоты России, будет очень тяжелая работа поменять менталитет, создать самоорганизацию народа в целом. Да они, я не могу сказать, что они прям все манкурты и так далее. Понимаете, они не должны быть прям все такие осознанные. Я не думаю, что в других странах тоже все такие прям осознанные. Просто хорошо действуют институты государства. Суды, полиция, честные СМИ. Это уже достаточно, чтобы умные люди и частные действовали по закону и по совести, и все, больше ничего не надо. То есть каждый на своем месте должен заниматься своей работой, и все. Когда такое будет, когда каждый судья будет выносить честное решение, когда каждый полицейский будет знать свой закон о полиции, конституцию и не будет переступать его, когда каждый учитель не будет фальсифицировать выборы, не будет говорить, что надо голосовать там за Путина, и вообще не воспитывать их в таком тоталитарном духе, когда... Да все, любая профессия, когда каждый журналист будет делать хорошо, качественно свою работу, не будет
заниматься пропагандой. Тогда любое общество, поверьте, будет жить нормально. И буряты в том числе. Я не ставлю вообще никакого креста на бурятах там, или на русских, или еще на каком-то народе. Надо поменять верхушку, прекратить вот это вот поливание дерьма из СМИ, поменять саму систему, и все, люди поменяются. Но, видите, нам, тем не менее, нужно бурятское государство. Потому что так надо. Я уже много говорил об этом. Сейчас не хочу все это опять. И подготовка хорошая. Главное, желание иметь, и подготовка хорошая нужна. Ну да. Революция начнется в Бурятии. Ну, посмотрим. Шалом православный. Игорь профсоюз подсоединился. Бурятия должна быть свободной. Согласен. Вот и сам командант. Что такое штурм Монтаварки? Как к кыргызам относятся? Да и ко всем народам нормально отношусь. И к хангукам, и к кыргызам, и ко всем вообще. Сану Худут, я почти уже 1,5 часа в эфире. Поняла, что смотрите. Наверное, буду заканчивать. Это вообще уже спать пора. Зана Худут, Пайрла. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии и продавите, кстати, лайк. Что там? Почему независимость народов негативно приветствует РФ? Потому что людям кажется, что начнется либо этническая чистка, что там, либо массовая депортация, как в Второй мировой войне. Ну, поэтому нужно заранее все продумать. Прям продумать все до событий, чтобы все пошло потом уже по сценарию, грубо говоря. Ну ладно, Худут, Байрла, что смотрите. Урыкша Бурят Монголшут. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И сейчас, кстати, лайки поставьте. За Байрла, Байрте. До встречи.